С наступлением морозов возле подъездов жилых домов в поселке Уснера образовались настоящие катки. Это результат разлива фекальных вод. По данным специалистов, из строя вышли около 2 километров канализационных сетей, которые находятся в ведении управляющей компании «Персей». Все летние месяцы, когда должна была идти подготовка к прохождению осенне-зимнего периода, данная компания игнорировала наши требования по установке приборов учета. В результате сейчас мы получаем режим чрезвычайной ситуации. В авральном порядке, по просьбе администрации мы подключаем к теплу через бытовые приборы учета. В октябре поставщики ограничили подачу тепла ООО «Персей». К этому подтолкнули долги за горячую воду. С ее помощью, по мнению специалистов, коммунальщики обогревали септики. В итоге сумма исчисляется миллионами рублей. Задолженность по горячей воде, которая существует в настоящий момент, где-то в пределах 4 миллионов. Она, в общем-то, уже определена судебным решением для исполнения нами, и счета предприятия, которые занимаются водоотведением, ОКК «Персей», они заблокированы, и с них взимается, в общем-то, задолженность. Теплоэнергетики идут навстречу поселковым властям, чтобы не допустить развития опасной ситуации в Уснере. Сейчас с их разрешения к теплу уже подключены 22 септика. Но главными условиями дальнейшего предоставления своих услуг называют закрытие долгов и смену обслуживающей организации. Остается непогашенными почти 5 миллионов рублей. Поэтому говорить о том, что полностью «Персей» рассчитался по всем долгам перед нашим обществом, это, конечно, неправильно, и это не соответствует действительности. Следует также отметить, что ввиду несостоятельности ООО «Персей» рассчитаться по долгам перед нашим обществом, нами было подано заявление в арбитражный суд Республики Саха-Якутия о признании их банкротом. Еще одной причиной сложившейся ситуации, кроме крупного долга, называют несвоевременную подачу заявки на подключение. Она поступила в адрес ресурсоснабжающего предприятия лишь 19 сентября, через 2 недели после начала отопительного сезона. Эти факты теперь находятся под вниманием следователей. Ведется проверка. На последнем совещании на уровне Министерства ЖКХ Республики было принято решение о передаче коммунального имущества Уснеры в ведение районных властей и, соответственно, о смене обслуживающей организации. Энергетики надеются, что эти меры позволят максимально быстро исправить ситуацию и не допустить повторения ошибок в будущем. Дмитрий Макаров, Василий Соловьев. Вести. Якутия.